Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы обсудим основные, главные темы прошедшей недели. С гостями нашей программы я их сразу же хочу представить. Рядом со мной в студии Вагиф Амстиславский, экономист, математик. Вагиф, приветствую вас. Здравствуйте. И с нами по скайпу Алексей Осипов, журналист, СОБКОР газеты «Комсомольская правда» в Соединенных Штатах Америки. Алексей, приветствую вас. Здравствуйте. Ну что, давайте начнем с сообщения конца трудовой недели. В пятницу умер принц Филипп, не дожив, собственно, месяц до своего столетия. Я посмотрел, в 1947 году, за 5 лет до того, как приняла корону королева, они расписались. 1947 года. Ну вот такие долгожители и такая прочная семья. Алексей, несколько слов, как вы все это видите, поскольку, с одной стороны, речь, конечно, идет о ушедшем человеке, достаточно знаковой фигуре, о британской монархии, но многие рассматривают это все еще и на фоне уничтожения традиций. Связано все это с известным поведением, собственно, супруги внука принца Филиппа, Меган Маркл, ну и так далее. Здесь много различных тем. Уходят люди, которые были знаковые, которые, собственно, их отождествляли с тем, что называется британская корона. Несколько слов, Алексей. Ну, я бы хотел начать, скажем так, с мужской точки зрения, ведь принц Филипп прожил долгую и необычную жизнь, и вот если говорить там о мачоизме как таковом, ведь ему он был согласен на многое. Вступив в брак с королевой, он тогда еще не с королевой, а с принцессой, он потерял свою фамилию, он поменял ее, он не смог передать фамилию своим детям, и принц Эдвард, и принц Чарльз, и принцесса Анна, все они Виндзоры, они Маунтбеттены. Он должен был оставить свою военную карьеру, о чем сожалел. Он не получил никаких реальных, скажем так, властных полномочий, став принцем-консортом. Ну, вот так вот из-за любви к прекрасной молодой Елизавете он пожертвовал многим и, как оказалось, никогда не сожалел об этом, ведь в браке, в счастливом браке они прожили 73 года. Ну, вот это первое направление, о котором стоило бы поговорить вот в отношении принца Филиппа. Ну, а второе, как вы справедливо заметили, вот то скандальное интервью. И я не стал бы, кстати, снимать ответственности еще и с внука принца Филиппа, принца Гарри, ведь в конце концов муж и жена одна сатана. Неудачное время для выхода в эфир было выбрано за неделю до того, как стало известно о том, что именно 7 марта по американскому времени это интервью будет показано на одном из телеканалов. 1 марта принц был госпитализирован. Я уверен, что и у Опры Уинфри, бравшей это интервью, которое очень, не близка, скажем так, в британскую королевскую семью, и у принца Гарри с Меган Маркл были возможности, отсрочить появление вот этого телевизионного, назовем, ролика в эфире, но они этого не сделали. Принц сразу после этого был переведен в другую больницу. Первоначально он был госпитализирован с инфекционным заболеванием, не связанным с ковидом, а затем его перевели в кардиологическое отделение, после чего сделали кардиологическую операцию. Еще раз напомню, что все это происходило именно на фоне этого интервью. И ведь, казалось бы, интервью было скандальным, но там многие критики королевской семьи нашли несколько прямых намеков, указаний, в чем была главная скандальность для тех, кто не смотрел. Это то, что принц Гарри и Меган Маркл заявили о том, что в британской королевской семье процветает расизм. И они не назвали никаких имен, и все сразу подумали на принца Филиппа. Почему? Потому что на это были своего рода основания. В 1986 году, совершая государственный визит в Китай, вместе с королевой он назвал китайцев согласны. Несколько лет спустя, оказавшись в Австралии, он бестактно обратился к одному аборигену, представителю коренных народностей Австралии, а вот вы до сих пор мечете друг друга копиями, убиваете друг друга. Тогда это все сочли неполиткорректным. Сегодня это, конечно же, приравнивается к расизму. И
обвинения были столь массовые, подозрения, что даже Опре Уинфри пришлось через несколько дней выступить со специальным заявлением, чего практически никогда не бывает. Она сказала, что когда супруги, герцоги Сассекские, говорили о расизме в королевской семье, они не подразумевали ни королеву, ни ее мужа, принца Филиппа, но, как известно, логом, пусть даже и не направленным в адрес ответственного человека, можно оказывать не только ранить, но и... Да, Алексей, ну вот я перехожу теперь с этим же, собственно, вопросом и к вам, Вагиф. С одной стороны, мы говорим о знаковой фигуре, мы говорим о британской монархии, которую отождествлял собой и супруг Елизаветы, и сама Елизавета. И действительно, это человек, который многим пожертвовал, понимая, что такое традиции, понимая, куда он идет, кого он называет своей женой, и понимая, что при этом он должен будет лишиться массы вещей. Поэтому мы и говорим о том, что все это происходит на фоне вот этого возмутительного интервью и еще более возмутительного на протяжении вот этих нескольких лет поведения Меган Маркл, которая прекрасно знала, какую семью она идет, и которая возмущалась тем, что ей приходится кланяться перед королевой. То есть там никакой этикет, ничего ее не интересовало. И здесь вот две разных судьбы и два разных подхода к традициям, к тем, что есть ценности европейские и человеческие. Ваш взгляд, ваш комментарий. Я сразу хочу извиниться, я не самый большой специалист по английской королевской семье, я слежу за этими с точки зрения политической. Понятно, что я знаю про Меркел, интервью. Я хочу сказать следующее. Во-первых, я хочу сказать немножко даже больше. Я ставлю, наверное, 80-85% проблемы на принца. Потому что он, как принц, должен был объяснить человеку, которого он приводит в семью, что ты становишься членом семьи, которая неординарная семья, в которой нельзя выносить мусор на улицу, которая имеет вековую историю. Он этого не сделал. Понятно, что ты, когда приводишь человека, не говорю, что с улицы, но это не королевского уровня. А почему вы считаете, что он этого не сделал? Может быть, он это и сделал. Он сделал недостаточно. Она показывает, что объясняй, не объясняй, плевать она на это хотела. Говоря простым языком. 100%. Но он допустил, что это дошло до момента, что человек с улицы может как так интеллигентно выразиться, обложить королевскую семью экскрементами и не имея к этому... Он поставил в ситуацию, в которой она могла это сделать. Я нахожу простой ответ. В данном случае речь идет, опять-таки, говоря простым языком, о подкаблучнике. Существует такое определение подкаблучник. Это когда мужчина в браке теряет все свои качества и отдает первенство женщине, а она уже руководит семьей. Но я хочу вам сказать одну вещь, которую действительно я не хочу, это безусловно, печальный случай. Он ушел 99 лет, прекрасная жизнь. Для меня это более важно, как это все отразится. В этой семье уже был такой случай. 100 лет назад брат королевы женился на бывшей актрисе, разведенной. Это буквально 1 к 1. То есть это не первый раз в королевской семье, что принц... Благодаря этой ситуации королева Елизавета стала королевой. Да, но у нас есть 2 примера. Старший брат взял принцессу, который ведет себя подобающе, который выглядит подобающе. Кейт Миддлтон. И я так считаю, что она любима, я никогда за этим не слежу, но она любима, наверное, английским народом, просто как человек. И у нас есть Меркел, которая нашла себе подкаблучника, который разрешил ей прийти и испортить, то, что испортить неправильное слово, я не могу найти правильное русское слово к этому делу, но, безусловно,
опоганить как-то всю ситуацию. Во дворце, если мы говорим уехать, о Филиппе, это я ужасно. согласен с вами, поскольку, собственно говоря, это были испорчены последние годы. Да. И королева, и ее супруга. Да. Вот. Это, и они Получив, не заслужили. получив Да. такую невестку. Да. Ну что, земля ему пухом, дай бог долгих лет жизни королеве. Давайте перейдем теперь к следующей теме. Ситуация у нас в Соединенных Штатах. Алексей, на этой неделе поступили сообщения о том, что на границе с Мексикой были арестованы два террориста, как они оказались из Йемена. Причем мне понравился комментарий по этому поводу представителей пограничной службы, что это неординарный случай, что это необычная практика, не так часто мы ловим террористов на границе. Ну, с одной стороны, эти террористы, они были в листе, где указаны те или иные представители тех или иных террористических группировок. Не знаю, насколько можно вот так уверенно заявлять, что это необычный случай, поскольку мало ли кто к нам сегодня приходит. И, кстати, вот эта молодежь, которая уже больше 15 тысяч собралась там в каких-то центрах, там ведь не только 7, 9 и 12-летние, там немало ребят от 15 до 17 лет, и что у них в головах, какие у них террористические планы, и из каких банд они сюда прибыли в Соединенные Штаты, никто не знает. Так что какое-то вот такое-то заявление, которое у меня вызвало недоверие, я бы так сказал. А ваш взгляд на то, что происходит у нас на южной границе, вот в связи с этими, опять-таки, террористами, то, о чем постоянно говорил Трамп, что к нам приходят и представители наркобизнеса, и различных бандитских группировок, хулиганы, террористы, кто угодно. Если в месяц, в феврале, мы, кстати, еще не знаем статистику за март, почему-то она замалчивается, в феврале 104 тысячи к нам прошли на территорию Соединенных Штатов откуда угодно. Это и Африка, это и Гондурас, и Гватемала и так далее. Мы говорим о том, что неужели из этих 104 тысяч всех полностью просмотрели? Конечно, нет. То, что сейчас происходит, Белый дом называет вызовом, а не катастрофой. Ваш комментарий. Ну, во-первых, нужно определить сразу, это и не кризис, и не вызов, это настоящая катастрофа. А во-вторых, очень важная ремарка. Вот этих двух йеменцев задержали и идентифицировали не потому, что они вот были похожи или у них были йеменские паспорта, а потому что в распоряжении американских спецслужб были отпечатки их пальцев и другие идентификационные данные. Но это не значит, что у американских или иных спецслужб есть все подобного рода данные на всех террористов, которые пытаются найти убежище в тех же Соединенных Штатах. Когда, напомню, ведь бытовала такая версия, имевшая право на существование, когда все разведки мира, включая ЦРУ США, искали Усаму бен Ладена и не могли его найти, не могли найти его следов. Предполагалось совершенно сумасшедшая, на первый взгляд, версия, что он скрывается на территории Израиля, где, как известно, есть немало арабских городов, сел, поселков с преимущественно и с подавляющим арабским населением, куда ни израильская полиция, ни израильские спецслужбы, в общем, не всегда в состоянии совершенно спокойно зайти и кого-либо искать, но безусловно делают это. Несмотря на то, что эта версия многим, скажем так, казалась сумасшедшей, она действительно имела право на существование. Та же история происходит и сейчас. Кто в Америке с ее дырявыми границами, а Америки, я напомню, очень большой, территориально очень многонациональный, испытывающий сейчас еще и определенные трудности после дела Флойда, гибели Флойда, еще и с финансированием правоохранительных органов, которые также, в общем, участвуют в работе по поиску и идентификации террористов. Кто вообще будет их в Америке искать? Так оно и происходит. Великая держава вдруг открывает клапан, и высшему руководству страны, по сути дела, нет до этого никакого интереса. Уже, по-моему, как 2 или 3 недели назад Байден назначил вице-президент Камалу Харрис ответственной за разрешение этого вызова, как в Белом доме изволили выразиться, но она еще ни разу не побывала на границе, но зато совершенно спокойно рассекает по стране, и даже вот несколько дней назад, опять же, если мне не изменяет память, в Вашингтоне посетила одну из пекарен,
где отведала вкусного тортика. Ну вот все, что касается Техаса, других штатов, где граница, что называется, не на замке, пока, как говорят в Белом доме, все под контролем, и всему в свое время и Харрис. Алексей, то есть вы считаете, опять-таки, я использую это слово «вызов», со стороны нынешней администрации Байден-Харрис, так теперь рекомендует и настаивает на том, что нужно называть эту администрацию, или Харрис-Байден, как мне кажется, так будет, наверное, правильней. Это вызов. Мы не хотим туда ехать. Там, в принципе, все в порядке. Это вызов Америке, это вызывающее поведение первого и второго служащих Соединенных Штатов. Потому что мне кажется, это следует еще в фарватере вот этой идеи, ведь Трамп говорил о том, что это катастрофа. Отсюда была попытка построить на границе стену. Во все колокола бил предыдущий президент, говоря о том, что к нам непонятно, кто заходит, а я уже об этом говорил. А нынешняя администрация, ну, собственно, аннулируя все решения все решения Трампа, она и на это решение вот таким вот образом наложила свою пяту. Да? Мы считаем, что все в порядке, мы не будем тратить свое время на такие пустяки, как граница с Мексикой. Там все нормально, этот вызов, который мы решим, и с этим разберемся. Получается, вот такое наплевательское отношение, это продолжение этой совершенно возмутительной политики. Все, что при Трампе было, мы делаем иначе. Геннадий, ну почему вы придаете такое большое значение поездке Байдена или Харрис вот на южную границу? Что они своими телами закроют эти дыры, или они каким-то образом попросят всех нелегально уже проникнувших на территорию Америки вернуться обратно? Да нет, здесь ничего такого вот сакрального или кардинально решающего ситуацию, я имею в виду, в их поездке того или другой на южную границу нет. Вопрос действительно в другом, а что эта администрация предпринимает для того, чтобы этот кризис разрешить. Пару дней назад, да, Камала Харрис позвонила мексиканскому президенту, попросив от него, в общем, тоже приложение усилий для того, чтобы иммигранты из разных стран, включая Мексику, а вообще на территорию Мексики не попадали и не скапливались на американской границе. Но, понятное дело, у мексиканского главы государства нет ни широких возможностей, потому что количество людей, оно очень велико, а во-вторых, нет никакой заинтересованности удерживать нелегалов на своей территории, пусть идут в более богатую Америку и решают свои проблемы. Как все это разрешится, пока совершенно не ясно. Но вот та самая тенденция, пусть будет черт знает что, включая вызов или катастрофу, но главное, чтобы это шло вразрез с теми решениями, которые были либо уже частично или целиком выполнены, либо декларированы администрацией Трампа. Ну, я думаю, что, конечно, если приезжает президент или вице-президент на границу, это не значит, что все сразу станет в порядке там, и так далее. Но обычно президент показывает свою заботу о границе, об американском народе. Должность-то выборная, и выборы предстоят. Так что всегда эта мысль существует. Ну, а с другой стороны, показать местным и руководителям, и полицейским, и пограничникам, что мы все это держим под контролем. Я лично приезжаю. Я хочу, чтобы вы... Но это держит в фокусе внимания. То, что вот такие сигналы поступают из Белого дома, это расслабляет. Это однозначно. Поэтому физическое присутствие, я считаю, тогда, когда катастрофа, ну, допустим, Пуэрто-Рико, да, вот случилась такая природная катастрофа с этим ураганом, Трамп туда поехал не потому, что, конечно, он будет вместе со своей первой леди там расчищать эти все завалы, а потому что присутствие президента в таких случаях необходимо. Вот хотя бы для нескольких таких вещей, которые я обозначил. Итак, Вагиф, ваш взгляд. Южная граница. Южная граница. Мы все ее обсудили. Опять же, я как математик, во-первых, я подхожу с точки зрения, что стопроцентная вероятность, что к нам просочились негативные элементы, и они здесь замышляют недобрые дела. Даже нету ни малейшего сомнения у меня. Кто хотел зайти, зашел. И если они хотели зайти и организоваться, они уже зашли и организовались. То, что там колоссальное количество подростков, это ужасно, потому что мы все помним, что было с Пол Потом. Нет ничего более ужасного, чем 17-летний пацан с автоматом.
потому что нечего терять, никакой цены жизни вообще ноль. Это все очень-очень проблематично. Я к этому подхожу с такой точки зрения. Есть такая вещь, называется теория игр. Они не могут сделать ничего другого, то, что они делают. Вы думаете, что они, если поедут, как-то это будет лучше, это подразумевает, что они хотят бороться с нелегальной иммиграцией. Они бороться ни с чем не хотят. Они считают, что если зайдут немножко больше людей, это в конце концов будет, может быть, пару сотен голосов в Нью-Мексико, это их электорат, в Техасе. Да? Ну, они постреляют пару людей там и сям. Они же не то, что они ратуют за народ. Никто не ратует за народ. Ни республиканцы, ни демократы. У них нет другого выбора. Она не может поехать на границу, потому что то, что она увидит, будет ужасно. Она не может сказать, что там плохо, потому что, понятно, ничего уже плохо нет. Плохо было до Байдена, а сейчас все хорошо. То есть, с моей точки зрения, они делают то, что я думаю, они будут делать. А когда человек делает то, что ты думаешь, что он должен делать, ты не можешь его винить. Он играет. Иными словами, вы говорите о том, что это пропаганда. Они пропагандируют, 100%. Что при них все в порядке. Да. Поехать туда, показать, что там все-таки не в порядке. Я хочу добавить, что с точки зрения нынешней ситуации в Америке, это не имеет, с моей точки зрения, не имеет никакого импакта ни на что. Кто на правой стороне, они думают, что Харрис Байден это ужасно, я с ними согласен. Кто на левой стороне думает, что предыдущая администрация была ужасна, а Байден Харрис прекрасно. Ничего это не поменяет. Я думаю, что мы на таком диаметральном уровне сейчас, что буквально переход слева направо, может быть, из 10 тысяч один человек может поменять свое мнение и перейти слева направо. Я думаю, что в стране резкое разделение. Мы уже все разделились, и мы все готовы. Я вам сказал, что Америка сейчас ведут себя как шизофреники, потому что каждые 4 года мы кардинально меняем свою позицию на все. На иммиграцию, на внешнюю политику, на внутреннюю политику, на экономику, на куда мы деньги вкладываем, на все. Это в конце, если с точки зрения системы, это настолько расшатывает систему, что она физически не может выдержать. Систему с одной стороны, с другой стороны репутация страны в мире. Да, 100%. В мире получается, один президент пришел, мы в одну сторону идем, с тем же самым Ираном, с Израилем и так далее, с Россией. Пришел другой президент, мы кардинально меняем политику, кому доверять и во что верить. А сейчас столько все в воздухе, потому что понятно, что Китай уже положил. Он имеет дело с Ираном. Иран теперь может сказать, что знаете, что я уже был, вы меня не давали... Да, я понимаю. Да, мы уходим в другую тему. Алексей, у меня к вам вопрос как к журналисту, поскольку, с одной стороны, мы вот сейчас пришли к выводу, что для нынешней администрации, как-то неудобно показывать, что при них ситуация еще хуже стала, чем при Трампе. Это как-то признаваться в этом никто не хочет. А с другой стороны, они не хотят показывать, но они не хотят и чтобы журналисты показывали. И вот эти сообщения, которые поступают сегодня от средств массовой информации, журналистам въезд туда практически запрещен, фотографировать там нельзя, и группа республиканцев, которые туда поехали, они просто пришли в ужас, не только от того, что там происходит, но и от того, что делается у нас с первой поправкой. С первой поправкой у нас вообще происходят удивительные вещи, не только на южной границе, но вот применительно к этой ситуации. Как вы видите свободу слова в нынешней Америке? Опять-таки привязываясь к тому, что там просто запрещено. Так в свое время и в Советском Союзе нельзя было ехать на какой-то закрытый объект. Ты просто туда не был бы допущен. Или нужны были бы какие-то там документы, иметь та или иная степень там допуска и так далее. Алексей. Да, и я тоже запрашивал, равно как и многие мои российские коллеги, аккредитованные здесь, возможность побывать на границе. Нам всем запретили, причем речь не идет об аффилиации там, к Российской Федерации или к другому иностранному государству, запрещают просто всем. Что же касается свободы слова, я думаю, что тут мы можем уже отправлять в утиль план, сценарий сегодняшней программы, потому что об этом можно говорить бесконечно. Но я напомню, что не раз и не два, в том числе и в ваших, Геннадий, программах обсуждалась та самая
зацветшая, расцветшая махрова политкорректность. Нельзя употреблять то слово, нельзя употреблять это слово, это может быть расценено как расизм, а это как сексизм. Английский язык стал блекнуть, не говоря уже вот о языке журналистском, потому что, да, люди, я имею в виду пишущие братья, либо боится, либо ей редакционной политикой, в принципе, это запрещено. Вот та же самая ситуация происходит сейчас и в отношении границы, которая ведь, как всем хорошо известно, не является частной. Ее охрана, ее поддержание, ее, вся та самая работа, которая проводится с нелегальными мигрантами, оплачивается из кармана налогоплательщиков. И крайне странно, что Министерство таможенное и пограничное, которое в Америке в одном лице, и в принципе, федеральные силы, они запрещают журналистам пока что соваться на южную границу. А ведь все те, кто там успел побывать в рамках очень единичных, скажем так, разрешений, рвут сейчас на себе волосы, ведь там не только антисанитария, не только повышенная заражаемости COVID-19, там еще и вот Fox News сообщил об этом, сексуальное насилие над детьми происходит. Так что разгребать вот этот завал или этот вызов, давайте опять корректно будем говорить или использовать этот термин, боюсь, что Америке, причем не в лице администрации, а вот в лице налогоплательщиков, простых людей, жителей Техаса, придется разгребать еще очень-очень долго. Еще одна тема. 6 апреля вышли мемуары «Beautiful Things». Красивые вещи, да, прекрасные вещи. Хантера Байдена, это 6 апреля вышла книга в продажу. Хантер Байден написал, вот я продиктую, процитирую, что он не считает ошибкой свое решение войти в правление украинской газодобывающей компании «Буризма». Ну, вот такие его мемуары, там где-то 250 или больше страниц. Из них компании «Буризма», вообще его деятельности в Украине, насколько я понимаю, и в Китае, посвящено 18 страниц. Все остальное, ну, видимо, он хотел вызвать жалость к себе, понимание, как к человеку, который представляет определенные слои общества, а именно наркоманы, алкоголики. Ну вот я такой, я несчастный. И чего будем говорить о буризме? Давайте лучше будем говорить о том, как я боролся с трагедиями в моей семье, как я боролся с трагедиями в моей собственной биографии. Вот это важно, это ценно. Но какая там разница, что происходило в буризме? Я не считаю, что это было неправильным решением, что я пошел туда работать. Мне кажется, что это и не было его решением. Папа поставил его, и он зарабатывал там. Как в книге, кстати, комментирует эту книгу, я считал, что $50 тысяч он зарабатывал в месяц в этой украинской компании, где, я не знаю, в гривнах там люди получают, по-моему, 500 гривен, и это хватает пенсионерки там на какое-то количество буханок хлеба в месяц. А здесь он получал, оказывается, $85 тысяч в месяц. Человек, который никакого отношения не имел к газовой промышленности, совершенно не был специалистом, а, как сказано, находясь вот в этой компании, в совете директоров, он был обязан. Вы представляете, это тоже серьезная вещь такая. 2 раза в год, а то и 3, участвовать в заседаниях правления совета директоров. 2 или 3 раза в год надо собраться силами, оставить бутылку в стороне, получить 85 тысяч в очередной раз каждый месяц и прийти на совет директоров. Вот такая серьезная работа была у Хантера Байдена, куда он, как считает, вот, напрягая волю, все-таки пошел. Пожалуйста, Вагиф. Ну, раньше назывался откат. Это то, что люди берут взятки, это как 2 плюс 2 везде 4. Это в себя включает любые страны и любое время. На Востоке это делается шикарно и без стыда. На Западе это обретает более легальные какие-то формы, как лоббинг, или нужно устроить сына в Буризму, чтобы тебе откатили миллион долларов в год. Я не могу себе представить менее интересного человека, чьи бы мемуары я бы хотел прочитать. Меня совершенно не волнует Хантер Байден, но опять же я подхожу с точки зрения 99,9 политиканов, они в политике, чтобы продать свое кресло. За что-то. За деньги, за власть, за как-то. И поэтому политиканов никто не любит, никто им не верит.
возвращаясь к королевской семье, престиж короля в том, что его нельзя купить. Ты не можешь купить королеву Елизавету. Но политикана обыкновенно ты можешь купить. Поэтому им не верят люди, потому что они ратуют за всех всегда. И как нормальный человек ты понимаешь, что только можешь ратовать за себя. Причем всегда благие намерения. Да, благие о намерения, детях, о свободе, о демократии. 100%. Нормальный человек понимает, что ты ратуешь за себя. И если ты хороший человек, ты ратуешь за свою семью и своих друзей. Ты не можешь ратовать за всех. То есть люди, которые постоянно волнуются за всех и хотят мне сделать лучше, ты им уже не веришь. Хантер Байден был сын человека, который 40 лет сидел в Сенате, был вице-президентом, его подпись значила большие-большие бабки. Как многие дети людей с деньгами, с властью, он спился, скурился. Это не первый, не последний раз. Поэтому Трампа дети представляют такую диаметральную противоположность, что они все, хочется сказать, нормальные люди, но в принципе у них есть бизнес, у них ты видишь, что они семья, дети, они не имеют проблем, которые ими... То есть то, что он брал взятки, я ни секунды не сомневаюсь. Что он там написал, мне на самом деле неинтересно. Но сам факт, что он брал взятки, и сейчас он пишет о том, что это было неважно. Мне просто интересно, как он к этому подходит. Физически, как это случилось. Вот как вот к нему кто-то позвонил, сказал, что я с Украины, ты Хантер Байден, не хотите ли вам... Когда Байден поехал в Украину, он взял с собой сына, и там, видимо, договорился. То же самое происходило, когда он поехал в Китай. Он поехал в Китай вместе с Хантером. И опять-таки, да. Но меня это не удивляет. И опять же, я подхожу с точки зрения математики. Если кто-то делает то, что я рассчитываю, что он будет делать, я не могу за это его винить. Он делает так, как он должен делать. Ну, как в Советском Союзе, я помню, папа, который был влиятельным, да, зная ректора университета или института, он брал своего сына, приходил, решался вопрос о поступлении своего сына. Поэтому я говорю, 2 плюс 2 везде 4, и здесь, и там. Алексей, ваш взгляд на вот эти мемуары, здесь, конечно, очень интересно, что Хантер говорит, если бы Трамп остался президентом, скорее всего, я бы сидел. Здесь очень удивительная вещь. Если посмотреть на это высказывание с другой стороны, то получается, что бы я ни сделал, но при папе-президенте я точно сидеть не буду. Получается, что у нас вот такая сегодня ситуация. У нас сегодня папа сидит, занимает кресло первого человека в стране, поэтому сын, он, конечно, был бы абсолютный глупец, если бы он высказался, что при вот таком папе я могу безнаказанно совершенно вспоминать свое прошлое и делать, что я хочу в настоящем. Он высказался иначе, но понимал я это понял, например, только так. Алексей. Ну, я, может быть, выступлю, Геннадий, сейчас в необычной роли в данной ситуации своеобразного. Ну, если не защитника, то, по крайней мере, не обвинителя Хантера Байдена. Ну, во-первых, его участие в работе Буризмы, это же не всегда подразумевает работу с газовыми скважинами или газопроводами. Там есть и пиар-директоры, и все те вице-президенты, которые занимаются так называемым GR, то есть Government Relations, то есть все это совершенно нормально. И самое главное, законно. Ведь посмотрите на биографии большинства американских политиков, ну, ту же Кондолизу Райс, вот сейчас она мне пришла в голову, в ее послужном списке членства в Совете директоров немалого количества компаний, которые стоят не миллионы, а миллиарды долларов. Такая практика распространена, и она легальна. Что же касается вот этой фразы, которую вы пытаетесь или преподнести, или вы понимаете ее таким образом, мне она как раз говорит о другом. В том плане, что это еще одно доказательство того, что папочка этих мемуаров не читал, иначе бы он однозначно вытащил или выморал бы эту фразу. Есть некий плюс, скажем так, в том, что она появилась. Но есть еще один принципиально важный момент, который не имеет такого отношения к политике, который лично вот для меня, он очень чувствителен. Алкоголик, наркоман, причем наркоман, сидящий на самых сложных, на самых убийственных наркотиков, который с этим завязал, это огромная редкость в нашем современном мире, даже при участии врачей-специалистов. К сожалению, наркотики становятся, особенно синтетические, все более сложными, все более захватывающими мозг, чувства, душу, тело человека, что мало кто умудряется сойти с этого кривого пути. Хантеру Байдену, честно говоря, нужно отдать должное, что
неважно, с помощью врачей, без помощи врачей. Он с этого дела соскочил. И, честно говоря, его книга, я ее прочитал, она поступила в широкую продажу 6 апреля, посвящена по большей части именно этому. И я лишь за то, что дай бог, что она станет примером для тех людей, которые сейчас вот сидят на игле или курят там, или принимают наркотики. Да, Алексей, но это то, о чем я как раз и говорил, что вот пробить человека, читателя, на жалость, на понимание того, что вот как я выбивался из вот этой ямы. Это еще и пример, я смог, это принципиально много значит, и если вот книга Хантера Байдена спасет жизнь одну или две заблудшего человека, молодого или старого, она выполнит свою миссию. Я должен сказать, что таких мемуаров, ведь наркоманов, алкоголиков, их достаточно. Другое дело, что Хантер Байден, который является сыном действующего президента, и какой-то Джон Смит, который живет в Алабаме, и который не является для меня даже просто известным. Не обязательно. Достаточно актеров, известнейших и политиков, кстати, тоже, которые писали мемуары, и спортсменов, которые влезали вот в это дело, и потом они писали, что они раскаиваются и так далее. И молодежь получала... Да, и молодежь, пусть будет, ради бога. Мы говорим о том, что Хантер Байден как раз привлек внимание не тем, что он наркоман, и даже не тем, что он сын, в конце концов, вот дети Трампа, да, они не привлекали такого внимания к себе. Они занимались делом. Хантер Байден привлек внимание именно тем, что связано с буризмом и с Украиной, и с Китаем. И в данном случае быть в совете директоров Хантеру Байдену, который не политик, это совсем не то, что Кондолизе Райс или, допустим, Шрёдеру там в «Газпроме». Я понимаю решение совета директоров, когда они приглашают Кондолизу Райс или Шрёдера. Но здесь Хантер Байден был приглашен не потому, что он политик или какая-то известная фигура, даже в пиар, а потому что у него папа был вице-президентом. Вот о чем речь. Геннадий, все укладывается в рамки закона, это практика легально, допустимо, и все остальное это лишь та самая политкорректность, в рамках которой мы можем обсуждать эту проблему, но ее запретить невозможно. Да, но опять-таки, ведь скрывая то, что это было, когда все эти выставлялись, когда прокурора Шокина лишили своего места, потому что начали сильно копать под Хантера Байдена, скрывая все это, отвечая во время дебатов Трампу, что ничего этого не было, вот, наверное, Джо Байден не считает, что это легально. Иначе, может быть, он бы это и рассказал. Он, кстати, и делился в свое время, вы прекрасно об этом знаете, на пресс-конференции, которая была там в каком? В 2015 году или 2017? Вот, он рассказывал 2,5 минуты, это можно найти на YouTube, за что он, собственно, лишает прокурора Шокина места генерального прокурора Украины. Это коррупция называется, ничего больше. Не знаю, насколько это легально, может быть, в Украине легально, у нас нет. Поэтому именно так вот уходит некрасиво, стараясь показать, что то, о чем вы говорите, Трамп, вы дурак. Вот, ничего этого не было. Вот так некрасиво уходит от ответа Джо Байдена. Мне кажется, Геннадий, вы сейчас подменяете два разных события, там снятие или давление на Украину с целью замены или смены ухода в отставку генпрокурора страны и работу Хантера Байдена в убийстве. Я еще раз возвращаюсь к началу, вернее, к теме заданной вами разговора. Трудоустройство или работа в буризме Хантера Байдена, она не может быть квалифицирована никак, я имею в виду с точки зрения уголовного. Да. Ну да, мой собеседник намного лучше человек, я не считаю, многое, все, что вы сказали, я не согласен, совсем другой разговор про как алкоголики и наркоманы потом раскаиваются. Как математик, какая вероятность того, что Хантер Байден принес какой-то позитивный вклад в работу газопромышленной компании? Вероятность практически равна нулю. Какая вероятность того, что он был туда поставлен, чтобы через его имя просто отдали Байдену $1 миллион, откатили? Не обязательно $1 миллион, просто иметь доступ к телу вице-президента. Вероятность, это вероятность. Дайте мне закончить. Дайте мне закончить на секундочку. Это некрасиво. Вы некрасиво делаете. Вы некрасиво делаете. Говорите. Вероятность того, что это откат, как делают многие политики со своими детьми, вероятность отката равна, наверное, 100%. То есть я для себя
себя мне не нужны никакие доказательства, что это легально, нелегально. И понятно, что это легально до кондиции, которые, может быть, нелегально. Если был бы Трамп, может быть, это было и нелегально, потому что там связано с государством, это все понятно, все на Украине, эта заварушка не самая кошерная. То есть я к этому подхожу так. Он ничего не знает, ничего не умеет про газ. Скорее всего, он ничего позитивного там не сделал. Это не совсем кошерно, но, наверное, легально достаточно, чтобы эти деньги перевели на другой, из банка А в банк Б, и на этом дело закончилось. Ну, в общем-то, опять-таки, можно эту тему обсуждать долго, да. И мы говорили об этом во времена Трампа, и Трамп, и Джулиани, они немало в этом деле копались. Там и несколько судеб загубленных, 100%. Не только о Шокине мы говорим. Хотели скрыть все это. Я думаю, что не просто так и не даром. Еще одна тема, Алексей, вот это, мне кажется, тема даже шире, чем то, о чем мы сейчас будем говорить. Администрация Байдена-Харрис, она заявила о том, что выделит палестинской автономии. На этой неделе было заявление $150 миллионов. Это вот эта организация UNRWA. БАПОР в русской аббревиатуре она звучит. Я знаю, что, ну и вы тоже об этом неоднократно говорили, вы ведь много лет прожили в Израиле, и, ну, и все здесь сидящие за столом, мы, конечно же, переживаем по поводу того, что происходит в отношениях между Соединенными Штатами и Израилем, что происходит в палестинской автономии, куда деньги вкладываются, и потом это все идет на террор. Ники Хейли, которая была с представителем Соединенных Штатов Организации Объединенных Наций, в четверг она выступила и сказала, что вообще это позор, это кошмар, то, что делает нынешняя администрация Байдена, Харрис, поскольку деньги, которые идут в палестинскую автономию по самым благим направлениям, на самые замечательные цели, они все идут, во-первых, как в черную дыру. Там абсолютно дикий вариант коррупции. И вот эта организация UNRWA – это одна из самых коррумпированных организаций в ООН. И она говорит, что такое впечатление, что руководство нынешнее не понимает, что это за организация, куда она дает деньги. 150 миллионов на позапрошлой неделе было объявлено о 75 миллионах плюс 15. В общем, мы насчитали в пятницу с нашим корреспондентом из Израиля $240 миллионов, примерно четверть миллиарда будет передано палестинской автономии. На какие цели, мы это все прекрасно понимаем. Особенно мне нравится, когда разговор идет об образовательной цели. То есть по учебникам, которые на эти деньги будут выпущены, палестинцы будут образовываться. А в этих учебниках написано, что государство Израиль вообще не существует. Это территория Палестины, отсюда они народ, палестинцы и так далее. Ну, народ, видимо, с тысячелетней историей, как мы понимаем. Ваш взгляд на то, что происходит. Напомню нашим телезрителям, что во времена Трампа просто-напросто были прекращены все эти дотации, которые не только, еще раз говорю, распределяются между коррупционерами на их там какие-то виллы и так далее, но и на террористическую деятельность, на помощь семьям террористов и так далее. Алексей. Ну, Геннадий, здесь нужно принципиально важные поправки внести, точнее уточнения. Деньги были переданы не палестинской автономии напрямую, а вот этому БАПОРу, этому агентству ООН. Во-вторых, там образовательные программы не всегда предусматривают, или точнее вообще не предусматривают там разработку и напечатание учебников истории, но не суть важно. Здесь, конечно же, сам вопрос, а с чего бы вдруг в той ситуации, в которой находятся не только Соединенные Штаты, но и весь мир, такой щедрый, жирный кусок пирога впервые за многие годы был передан вот по линии этого агентства ООН палестинской автономии. Полная смена курса, которая как раз привела в негодование, я бы не сказал ужас, вот, Ники Хейли, но и израильтян в том числе. На мой взгляд, это непродуманное решение, которое, правда, имеет вот, на эту тему уже сломано несколько копий, ну, скажем так, пропагандистское, что ли, значение. Первое – это то, что у Америки много денег, и она в состоянии помогать, в том числе и вот странам третьего мира, которые еще вообще не являются странами, и в достаточном объеме. А второе, обратите внимание, в самые первые дни
после инаугурации, когда президент делал формальные протокольные звонки лидерам других государств, и нынешнему пока еще израильскому премьеру Нетаньягу, который возглавляет ни много ни мало единственное союзное государство Америки на Ближнем Востоке, Байден не звонил несколько недель, что опять же приводило в недоумение практически всех, и тех, кто за Израиль, и тех, кто против него. Вот этими 150 миллионами плюс другими там добавками еще и Байден, администрация Байдена, Харрис показали в общем свои первые приоритеты на ближневосточном направлении. Их интересует Израиль во вторую очередь, в первую интересует Палестина. Будет ли, хватит ли сил нынешней администрации продавливать излюбленную тактику или модель демократов в плане того, что Израиль и Палестина — это два государства и два народа, и слово ключевое в этой формуле государства, то есть они будут настаивать на объявлении независимости палестинской автономии, либо у них на это, честно говоря, дай бог, пусть не хватит сил, потому что если решение о создании независимого палестинского государства будет объявлено сейчас, а не позднее, сейчас просто не пришло к этому время, Ближний Восток ожидает серьезных потерь. Вагиф, тот же вопрос. 240 миллионов долларов, практически четверть миллиарда, в такой ситуации, когда у нас триллионы выделяются, казна, я уже не знаю, не могу сказать пустая, да, но мы показываем, что у нас деньги есть. Понимаете, что это вы подняли вопрос, который имеет много подвопросиков и больше вопросов. Во-первых, хочу сказать, что с казной у нас в чем преимущество, самое главное преимущество Америки? В том, что у нас есть печатный станок. Мы еще находимся сами по себе на континенте, но у нас есть печатный станок. У нас казна не может быть пуста. Мы пока что всех убедили, что этот фантики, которые мы печатаем, эти доллары, они хорошо, за них можно взять, купить железку, за них можно купить нефть, за них можно купить все, что хочешь. И это очень на нас работает. Потому что вы говорите большие бабки. 250 миллионов – это 25% от 1 миллиарда. В триллионе 1000 миллиардов. 1000. Это такая маленькая, это нолик в компьютере они написали, чтобы откупиться от этого Бапора, чтобы он им не капал на мозги, потому что Трамп перенес столицу в Иерусалим. А если вы помните, прямо перед тем, как Обама ушел, Керри сделал пакость в ООН и Израилю, что какой-то там, какой-то Мансов, в общем, тоже была какая-то палка в колесо ни с того ни с сего. А эти хотят сказать, что вот мы сейчас, они не дали большие бабки. Это большие бабки для нас, это не большая сумма. Настолько все сейчас сложно и заморочено, и я, честно говоря, думаю, это совсем другая тема, но то, что в Израиле происходит с выборами, я думаю, что это не случайно. Потому что все в такой ситуации, все в воздухе. Никто не хочет принять позицию. Когда у Израиля нет правительства, они все могут сказать, что мы ничего не можем сказать, у нас некому отвечать. Или если скажут, они могут все переиграть. Никто не знает, что происходит. Иран, сейчас Палестина, мы помогаем. Израиль, Китай, Россия с Израилем, Израиль с Ираном, Израиль хорошо с Россией, Китай теперь поругался с Америкой, подружился с Ираном. Настолько это все запутано. Я просто считаю, поэтому Байден пожилой человек, понятно, с признаками деменции, это 100%. Харрис, я не думаю, что Америка ее выберет в следующий раз, потому что то, что происходит, безусловно, это ненормально. Но это маленькая... вот это вот маленький такой укол. Это политический ход. И он на самом деле не стоил большие деньги. Нам кажется, что это большие деньги. Я это понимаю. не большие деньги. Это большие деньги для палестинской автономии. Да, это большие деньги там. И это проблема для Израиля. Да. Алексей, вот кратко, если ваш взгляд на то, что происходит во внешней политике. Мы говорили только что, вот как раз Вагиф сказал по поводу Ирана. Речь идет о том, чтобы пойти все-таки на договор с Ираном, вернуть Соединенные Штаты в этот договор.
договор. Это значит, видимо, и снять какие-то санкции, если не все. То же самое сегодня проблема с Китаем, но с Китаем еще и проблема по поводу Олимпийских игр в Пекине. И сегодня заявляется, последний раз Соединенные Штаты, а может быть и в первый, и в последний, но пока мы уже говорить не можем окончательно последние, это были Олимпийские игры в 1980 году в Москве. Если Соединенные Штаты пойдут на это, то это большой, огромнейший скандал. Это в немалой степени разрыв взаимоотношений с Пекином. Если мы говорим о палестинской автономии, вот эти решения и так далее, с Россией. С Россией сейчас, ну я уже не говорю об этом выступлении Байдена, когда он назвал Путина практически убийцей. Все эти вещи, ведь они заранее готовятся, и вопросы, и ответы. Это такой выпад, который не может понравиться России. Ну и так далее. Опять-таки с Европой. Вот как это все вы видите? Это что, опять-таки в этой стратегии все поломать, что делал Трамп, и все построить по-новому? Нет, у меня есть ощущение того, что, собственно, никакой стратегии нет, понятно. Да, в общем-то, это и было всегда. Внешнюю политику осуществлял Госдеп в рамках тех полномочий, которые у него есть. Вот у одного из писателей, как я там встретил определение, что на что похожа там была одна страна в определенный период времени, и герой ответил, что она похожа на тарантас, которым управляет пьяный кучер, лошади сорвались и ведут куда-то в пропасть. Более того, еще и пассажиры, сидящие в этом тарантасе, в этой карете, они пьяные и дерутся. Вот примерно так вот выглядит сейчас именно внешне. Хорошую картинку вы описали. Ну, это то, что есть. К сожалению. Что же касается Олимпийских игр, я хотел бы отметить один важный момент. Они не будут проводиться, они запланированы не на завтра и не на послезавтра. Так что даже если решение будет принято, во-первых, остаются два пути. Первый – это то, что оно впоследствии там новой или другой какой-либо администрации будет отменено. А во-вторых, тут я переживаю за спортсменов. Они наверняка смогут, как это и было на Олимпиаде 80, принять участие в этих Олимпийских играх самостоятельно, потому что для спортсменов принципиально важно. У них жизнь проходит, Олимпийские игры не проходят, как районные соревнования каждые 2 недели. Мы помним эти трагедии, да, конечно. Это трагедия личная, частная, понятно. Мог фиксировать свои достижения, соревноваться со спортсменами, с коллегами из других стран. Так что вот в данном случае такой вариант. Алексей Вагиев, буквально по 1 минуте. У нас просто время, все уже, мы уже в цейтноте, но по 1 минуте, может быть, меньше, очень кратко. Нетаньяху формирует правительство. Ваш взгляд, какие у него шансы? Нулевые. Как моя мама правильно ответила, невероятно образованный человек, она сказала, что козлы огородные. И я, опять же, как математик, чтобы 4 раза переизбираться. О чем это говорит? Это значит, что всем подходит. Что ситуация всех устраивает. Потому что когда ситуация не устраивает, находится решение проблемы. Если ситуация устраивает, и я так думаю, что она устраивает, потому что Израиль теперь в позиции, в которой он может отсрочить принципиальное решение. Нет правительства, да. И потому что я не могу себе поверить, что политиканы, которые провели всю жизнь в политике, тем более еврейские, если они сильно хотят договориться, они не могут договориться. Они не хотят договориться, и это всех, наверное, устраивает. Я не знаю, как почему, но у меня есть предположение, это одна из предположений, что это может быть всем на руку. Алексей, еврейские политиканы договориться не могут, это кого-то устраивает или всех? Вы согласны с этим? Там, кроме еврейских политиков, есть все-таки еще и арабские. Да, тоже хватает. Счетов. Я не думаю, что, вернее так, кому бы не удалось сформировать правительственную коалицию после этих неочередных 4-х выборов в Израиле, будь то Нетаньяху, а у него шансы есть, но они не 100%. Или там, например, Яир Лапид или Нафтали Беннет, или Кнессет, такой вариант тоже не исключен. Израиль однозначно ждет 5-е досрочные выборы, потому что разброс мнений и невозможность создать единый лагерь, она очевидна для всех. И посмотрим, что будет. В этом мнении вы сошлись. Друзья, я благодарю вас за участие в программе. Дамы и господа, благодарю вас за внимание, за соучастие в передаче. Время подошло к концу. Всего доброго. Прощаюсь с вами до следующего выхода нашей программы в эфир. До свидания.
Отлично. Алексей, спасибо большое. Алексей, спасибо большое. Я